Тогда пока мои коллеги разбираются, как загрузить видеоролик, чтобы и в трансляцию он ушел. Коллеги, мы вчера подводили итоги конкурса под названием «Предпринимательство без границ». И в рамках этого проекта у нас есть ребята, победители из муниципальных районов. 4 коллег вчера у нас принимали участие и были на мероприятии. Поэтому после того, до того, как мы сейчас запустим, я, наверное, просто передам вам подарки, которые, я надеюсь, вы увезете и передадите ребятам-победителям у себя на местах. Это подарки из Усть-Цильмы. Следующее, вчера не довручили у нас Усть-Кулом. Следующий у нас есть победители Княжпогосский район. Княжпогост уже убежала. Вот как она успела убежать. И у нас есть диплом первой степени по конкурсу. Это у нас город Ухта. Там 2 победителя ваших. У вас там есть замечательная девочка, которая вся семья снимает видеоролики, представила, на удивление, красиво смонтированный видеоролик. Ну что, получилось запустить? Проект «Я тут живу» Метаны Ола, ожившие места книги «Где ты живешь», победитель конкурса проектов в области реализации государственной национальной политики «Этноинициатива-2021». Посвящен проект столетию со дня образования Республики Коми и направлен на приобщение молодежи к изучению истории родного края. В период с 16 августа по 10 октября участники конкурса создавали видео об истории и современности населенных пунктов Республики Коми, используя сведения из книги Игоря Жеребцова «Где ты живешь». В конкурсе приняло участие 60 человек. 30 групп и индивидуальных участников отправили 36 работ. В основном это школьники и дошкольники. Преобладающая часть конкурсантов – представительницы прекрасного пола. Больше всего участников индивидуальных и групп из Сыктывкара, Усть-Куломского района, Ухты и Ижемского района. По количеству авторов коллективных работ лидирует также Печора. Видеоролик о Каджероме подготовила группа школьников из 7 человек. Больше всего роликов на конкурс было подготовлено о населенных пунктах Усть-Куломского и Ижемского районов. 4 видеоролика посвящены Ударе и по 3 видео о Сысольском и Карткиросском районах. А самым популярным населенным пунктом в нашем конкурсе стало Кипиево. 3 фильма конкурсанты подготовили об этом селе в Ижемском районе. Отрадно, что видеоролики были подготовлены не только на русском, но и на коми языке, а конкурсанты наши проявили свою креативность. Рисовали, лепили, создавали виртуальные музеи, читали стихи, брали интервью, путешествовали и рассказывали сказки. Спасибо всем участникам конкурса. Сертификаты об участии будут отправлены вам на электронные почты, а дипломы победителей и призы будут переданы сегодня с руководителями центральных библиотек ваших районов. Отдельную благодарность выражаем членам жюри и председателю жюри, доктору исторических наук, директору Института языка, литературы и истории Коми научного центра Игорю Любомировичу Жеребцову. Ими была проделана огромная работа. Давайте узнаем, как наши эксперты оценивали видео конкурсантов и что они думают о проведении таких конкурсов в целом.
Конкурса пырычища мы косяшуны. Мы тачем видеоролики с колопектирлина школа ясын, медом величища, медом велодыща, гагарвасны. Мы коми республикан, кыче пожеветлины, мы пожетыдмавны. Нешта гагарво, мы таны, зевуджут пай пуктисны велодыща. Атте талыш, воде ноды тая учse, медом Бытмас выль поколение, том ес, кодяс оспоны камералыш, кодяс оспоны виштавны камера воджен, шик тилыш, ас йылыш, кучака мычет, кучака шуда тор йылыш. Чай там и конкурсы скутас овны, и уна выль уч, и уна выль том ес, уна веладыш пуры частно татча. Аджиш летач. У меня здесь лист, в котором 9 пунктов. По 9 пунктам должны были ставить баллы по увиденным роликам, но вот 4 из них я выделил, они более для меня близки, более важны, я расскажу, и я в них больше понимаю. Вот один пункт. Оригинальное название видеоролика. Название не должно быть прямым, не должно быть простым. Вот я смотрю, некоторые пытались что-то придумать с названием, поискать, а другие просто называли, вот о чем говорим, такое название, например, о таком-то селе, значит такое название. Название должно косвенно, только косвенно говорить о том, что в ролике. Оно должно интриговать несколько, чтобы зрителю было интересно посмотреть ролик. Следующее. Качество звука изображения. Тут вроде бы все понятно. Если качества не будет в чем-то одном, то зритель просто будет раздражен. Он не будет смотреть ролик. У него впечатление от ролика будет не совсем хорошим. То есть, насколько бы качествен ни был сценарий, ролик не получится, его не будут смотреть. Поэтому качество очень важно. То есть, вы должны сразу думать, какой микрофон, на каком расстоянии вы, видео, стабильное, нестабильное, отъезды, наезды, естественно, они не нужны. Резкие панорамы, стабилизатор должен работать. То есть, об этом надо думать. Дальше. Оригинальность замысла. Это самое важное. То есть ролик, он должен вначале всегда интриговать. Никто не должен сразу понимать, как вы будете вести сюжетную линию, как вы будете там выглядеть, о чем вы будете говорить, как вы будете говорить. То есть вот это важно, как я это буду делать. Над этим надо всегда думать. И эмоциональное воздействие, естественно, оно складывается как раз от 3 вещей, которые я сейчас перечислил. И если вы должны знать примерно, что зритель должен получить. Где-то рассмеяться, где-то прослезиться. Если это будет наоборот, значит вы что-то недоработали. И самое главное, вам должна эта тема нравиться. Если вам она не нравится или не интересна, то 90%, что зритель, который смотрит ваш ролик, ему не понравится. Как бы вы профессионально его не сделали. Даже если я, работая в телевидении уже более 20 лет, сделаю ролик, и если я буду к нему равнодушен, то зритель останется к ролику тоже равнодушным. Вот это самое главное. Мне это должно нравиться. Мне это должно быть интересно. Уважаемые участники республиканского краеведческого конкурса видеороликов «Метаны Ола. Я здесь живу». Хочется отметить, что работы, направленные вами на конкурс, наполнены добротой и любовью к тем родным окрестностям сел и деревень, где вы живете или родились. Вы интересно рассказали об истории нашего северного края, представили уникальные исторические и культурные объекты, достопримечательности, удивительную красоту природы. Все видеоролики, на мой взгляд, достойны высокой оценки, поскольку вы очень старались. Отрадно, что интерес к краеведческой деятельности с каждым годом возрастает. Особенно хочется отметить в этом деле самых юных участников конкурса. Желаю вам, дорогие конкурсанты, дальнейших успехов, новых идей и проектов. Настало время объявить имена победителей. Для награждения приглашаем директора Национальной библиотеки Республики Коми Алексея Анатольевича Просужих.
Итак, победителями в номинации «Самый оригинальный коллективный творческий проект» стали Аврамова Анастасия, Головко Степан, Лятьева Снежана, Шимко Егор, Шимко Екатерина, Мартынов Степан и Кожемякин Кирилл, муниципальный район Печора. Есть. Ох, слава богу, не на самолете. Поздравляем. Победителями в номинации «Лучшая видеоэкскурсия» стали Микушева Софья и Ширяева Таисия, Карткиросский район. Победитель в номинации «Лучший исследовательский проект» Янчук Галина Александровна, муниципальный район Сосногорск. Награда найдет своего победителя. Победитель в номинации «Самая структурированная работа» Федяева Анастасия Романовна, Усть-Вымский район. Победитель в номинации «Самый патриотический видеоролик» Бахир Алина Андреевна, Сысольский район. И 3 участника-победителя из Усть-Коломского района. За лучшую работу на коми-языке награждается Королева Юлия Николаевна. За лучшую панораму села Уляшова Анастасия Николаевна. За самый динамичный сюжет Антонов Илья Игоревич. Все, награждение мы закончили. Коллеги, несколько объявлений, прежде чем убежим на перерыв, потому что, как я уже сказал, я очень надеялся, что в 2 часа, может быть, министерство передумает проводить совещание. Нет, они его оставили. Поэтому